Обречество. Его появлению на Кавказе служило множество причин, от безграмотных действий властей по отношению к коренным народам до кровной мести. В зависимости от обстоятельств отношение к обрекам и среди мирного населения было разное. Однако в истории чеченцев есть один обрек, при упоминании которого даже спустя 100 лет многие испытывают самое настоящее восхищение. Для царской власти он был бандитом и разбойником, для советской – борцом против колониального гнета, для простого народа – воплощением самой справедливости. Это обрек Зелимхан из селения Харачой, что ныне находится в Горном Веденском районе Чеченской Республики. Здесь, в селении Харачой, почти у самого берега реки Хулхулау, когда-то стоял маленький дом с черепичной крышей, в котором в январе 1873 года у отца Гушмазуко, сына Бахо, родился мальчик, которому дали имя Зелимхан. Правда, сейчас от тех старых домов не осталось и следа, да и земельные участки принадлежат уже другим людям. Надо сказать, что Гушмазуко был человеком зажиточным. Кроме многочисленного поголовья скота, у него было несколько сотен пчелиных ульев и даже своя мельница. И подраставший сын был приучен к труду с самого детства. Особо любимый мальчик был своим дедом Бахо, который принимал самое деятельное участие в воспитании ребенка. Зелимхан женился, когда ему было 18 лет, на односельчанке Бицы. Когда Зелимхан стал абреком, у него было 3 детей – мальчик Магомед и 2 девочки – Энисат и Муслимат. Последнюю чаще называли Меди. Все складывалось более чем хорошо. Большая дружная семья, богатое домашнее хозяйство, почет среди односельчан. Зелимхан и не помышлял о судьбе абрека. Сегодня родственники и потомки Зелимхана проживают главным образом в Ведено и в Харачое. Прадед Супяна Исраилова был кузеном Зелимхана. Мать Рамзана Гудаева Энисат была младшей дочерью Зелимхана. Она же приходилась бабушкой Тимуру Гудаеву. Эти люди, что называется, из первых рук, то есть со слов дочерей абрека, могут рассказать о его судьбе. Меди и Энисат были подросткового возраста, когда их отец вышел на тропу обречества. Они прожили почти целое столетие и покинули этот свет в 1990 году. сентября, Меделир 21 сентября, Дальешев, бабушка. К этому источнику под названием Девичья коса в Харачое приходят за водой и сегодня. Наверное, сюда в свое время приходила и Зезак, жительница Харачоя. На этой самой Зезак в 1901 году собирался жениться брат Зелимхана, Солтмурат. Однако будущую невесту украл сын старшины селения Махкиты, то бишь сын царского чиновника. Такого позора, когда украли невесту, наверное, не простил бы никто. События развивались почти как в Илиаде Гомера, когда греки пошли войной на Трою, чтобы отобрать украденную Елену Прекрасную. Гушмазукаевы решили отбить Зезак у махкетинского старшины и его сына, причем последних поддержал и веденский старшина. В конечном итоге это предприятие вылилось в убийство двоюродного брата Зелимхана, Ушурмы. В ответ был убит человек и с враждебной стороны. На том дело и окончилось бы, поскольку между сторонами состоялось примирение. Однако в этот конфликт вмешалась власть. Началось дознание. В результате Зелимхан, его брат Солтмурат, отец Гушмазуко, а также еще несколько родственников были арестованы. В мае 1901 года в Грозном прошел суд над арестованными. Их приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
Что касается Зелимхана, то его сослали в так называемую Илецкую защиту. Ныне это город Соль-Илецк в Оренбургской области. Однако летом того же года, после пересмотра судебного решения, его вернули и заключили уже в Грозненскую тюрьму. Дед Зелимхана, Бахо, сильно переживал о случившемся. Пытаясь облегчить участь своих родных, он как-то явился в Веденскую крепость, объяснить приставу Чернову, что этот конфликт был улажен самими кровниками. Но пристав не стал выслушивать доводы и ударил старика. Спустя некоторое время Бахо умер. Заключенный Зелимхан пообещал отомстить за оскорбление деда. Как-то рано утром тюремные надзиратели не досчитались в камере 4 человек, в том числе и Зелимхана. Они совершили побег. Зелимхан, уже устроив подкоп, бежал из тюрьмы. Отец Гушмазуко бежать отказался. Слишком тяжелым был бы путь обрека для человека преклонного возраста. По другим данным, в ту самую ночь побега его куда-то перевели. Из Грозненской тюрьмы никому не удавалось бежать. Однако летом 1901 года прецедент все же появился. Так Зелимхан из Харачоя, отец 3 детей, человек из благополучной семьи, стал обреком. Ему тогда было 28 лет. Зелимхан вернулся в Харачой. Смерть дедушки Бахо стала для него большой потерей. Однако времени на раздумья не было. Первым делом он решил вернуть невесту своего брата. Официально брак между ней и ее похитителем, сыном махкетинского старшины, не был заключен. Ее держали в заперти. Зелимхан подкараулил старшину аула и его писаря и отобрал у них коня и оружие. И пообещал вернуть отобранное имущество, когда будет возвращена Зезак. Лишиться коня или оружия для горца было, пожалуй, не меньшим позором, чем лишиться невесты. В ту же ночь Зезак сбежала из дома старшины махкетов. Через некоторое время она стала женой Солтмурада. В этом изначально семейном конфликте власти были, конечно же, на стороне старшины селения Махкеты. Пристав Чернов и полковник Добровольский арестовали семью Зелимхана, жену Бицы, дочерей Энисат и Меди и сына Магомеда, и заключили их в Веденскую крепость, чьи стены частью сохранились до наших дней. Однако однажды ночью Зелимхан каким-то образом проник в спальню Добровольского и, приставив кинжал, потребовал освободить семью. Перепуганный полковник пообещал это сделать на следующий же день. Зелимхан также тихо удалился, однако Добровольский не сдержал своего обещания. В ответ Зелимхан похитил сына Добровольского, и на сей раз семью обрека освободили довольно быстро, в обмен на похищенного. Вскоре из тюрьмы был отпущен и отец Зелимхана, Гушмазуко. Он очень обрадовался, когда увидел невестку Зезак дома. Позор семьи был смыт. Пожалуй, это было единственной радостью, поскольку ничего хорошего его семью не ожидало. И Гушмазуко это понимал, как никто другой. Тем временем Зелимхан ночью подкараулил сына веденского старшины и убил его. Но это была лишь приманка. Тут же явился пристав Чернов с подмогой из нескольких человек. В перестрелке Чернов был ранен, а через некоторое время скончался. Обрек отомстил за обиду, нанесенную приставом деду Бахо. Тогда помощник начальника Грозненского округа, полковник Добровольский, обрушил репрессии на всех харачоевцев, включая членов семьи Зелимхана. В Харачое на постой был направлен отряд. Теперь жители должны были содержать солдат за свой счет. Многие жители были арестованы, однако никто не выдавал Зелимхана. В одном из рапортов местной администрации начальнику Терской области говорилось: туземное население не склонно оказывать помощь администрации в борьбе с разбоями. Оказывают ее только одиночные жители и непременно за плату. Как-то 4 апреля 1906 года обрек Зелимхан подкараулил полковника Добровольского на дороге недалеко от Ведено. В перестрелке Добровольский был убит. Таким образом, Зелимхан отомстил ему. Однако за убийством чиновника такого ранга последовали очередные репрессии по отношению ко всем, кто имел какие-либо связи с обреком. Обречество Зелимхана совпало с крестьянскими волнениями в Веденском округе. Впрочем, по всей России в начале 20 века ситуация была напряженной. Росли революционные настроения, одна за другой появлялись политические партии. Были волнения среди рабочего класса. Наконец, в Петербурге произошла трагедия – Кровавое воскресенье, когда 9 января 1905 года было расстреляно мирное шествие рабочих. В меньших масштабах, но все же неспокойно было и в Чечне. В первую очередь население
население было недовольно местными начальниками. В январе 1904 года жители Веденского округа отказались признавать назначаемых администрацией старшин и платить налоги. Начались волнения, которые были сразу же подавлены силой. Даже когда были крестьянские восстания, крестьянские движения, революционные выступления рабочих, он не был связан ни с рабочими, ни с крестьянами. В феврале 1906 года в Аргуне состоялось собрание жителей Веденского округа. Люди просили отстранить ненавистного им начальника Ханжалова. Собрание повторилось и в марте того же года. Ханжалова с должности сняли. На сей раз Веденский округ возглавил полковник Галаев, но новый начальник был не лучше предыдущего. Волнения среди крестьян повторялись снова и снова. Дело дошло до того, что на протяжении зимы и весны 1906 года одна за другой совершались карательные экспедиции в восставшие аулы Веденского округа. Многие села даже подвергались артиллерийским обстрелам. В этой ситуации авторитет Абрека Зелимхана как карателя несправедливых чиновников только укреплялся. Об Абреке знали уже далеко за пределами Чечни. О нем писали в российской прессе. Особую популярность среди простого народа Зелимхан приобрел после того, как совершил возмездие. Дело в том, что 10 октября 1905 года на базаре в Грозном солдаты произвели погром. В результате погибли 17 чеченцев. В ответ неделю спустя, 17 октября, около станции селения Кадиюрт, ныне это Гудермесский район, Зелимхан остановил поезд и расстрелял 17 офицеров и представителей власти, ровно столько же, сколько погибло чеченцев во время погрома. Зелимхан писал по поводу случившегося в Кадиюрте Данагуеву, офицеру Дагестанского конного полка. В бытность начальником Грозненского округа полковника Попова в Грозном был бунт, и за гордость свое начальство и войска убивали там бедных людей. Но я тогда, узнав, в чем дело, собрал свою группу и ограбил поезд из Кадиюрта. Я убивал из поезда из-за мести. Письма Зелимхана – тема отдельная. По-русски он был безграмотным, но умел читать и писать по-арабски. Что касается писем, то он диктовал их своим друзьям, знавшим грамоту. Он пишет, что он не родился абреком, что его сделали абреком. Начальник Веденского округа Галаев обрушил репрессии на многие аулы. За волнения в целом и в частности из-за Абрека Зелимхана. Немало пострадал и Харачой. Многие жители села были в который раз арестованы или сосланы. Помимо прочего, населенные пункты облагались штрафами. В целях облегчения поимки Зелимхана даже поднимался вопрос о расселении 37 хуторов Веденского округа. Зелимхан писал Галаеву, предупреждал его: «Пишу тебе последнее письмо, которое я с помощью Аллаха, безусловно, исполню. Это будет скоро. Мнение мое такое. Ты, кажется, знаешь, что я сделал с Добровольским, с таким же полковником, как и ты. Освободи же людей невинных. Я с тобой ничего иметь не буду. Если же не послушаешь, то будь уверен, что жизнь твою покончу или увезу в живых казнить тебя». Власть продолжала преследовать его, он преследовал власть. Как-то Галаев сидел в этом парке и распивал горячий чай после сытного обеда. Этот парк в Ведено, как и сегодня, являлся зоной отдыха, правда, тогда только для царских военных и чиновников. И находится прямо у крепостных стен Ведено. Отсюда открывается обзор на другой берег реки Хулхулау, леса, горы, а оттуда виден и парк. Это было 8 июня 1908 года. Абрек Зелимхан занял позицию на том берегу и наблюдал, как полковник Галаев приятно проводит время. Зелимхан целился, но начальник округа сидел боком, так что Зелимхан мог попасть ему только в висок, а ведь он обещал пустить ему пулю прямо в лоб. Однако Абрек нашел выход из положения. Помимо репрессий по отношению к целым аулам, не раз производился арест и семьи Зелимхана. Как уже говорилось, некоторое время его жену и детей держали в крепости Ведено, но Зелимхан освободил своих домочадцев. Потом долгое время Зелимхан вместе с семьей укрывался в горной Ингушетии. Были у него товарищи и среди ингушских абреков, например, Саламбек Гороводжев. Местные жители во всех отношениях помогали семье абрека. Хыз бежнеин, идагадин, дечкдаш,
Ishte khazdik liela shash oli tsarn tsershum sarain tsarn bozar wait adakchen sibrigat khats adakchen shalta tsarn so tishet tsabisena shvutsig sibrich einers bu al khazsh itsiga wagan ishtlielani lilish. Зелимхан встречался с разными людьми, от революционеров и предпринимателей до офицеров и шейхов. Через агентуру местной терской администрации доносили, что даже несколько российских студентов, настроенных революционно, также встречались с Абреком. Потом ходили слухи, что его приглашал к себе персидский шах, но Абрек преследовал совершенно иные цели. Это личная месть. Однако одна встреча была, наверное, самой неожиданной. Как-то на военно-грузинской дороге, когда Абрек был в Ингушетии, показалась карета, в которой сидел какой-то барин. Абреки во главе Зелимхана окружили карету, полагая, что это очередной чиновник. Сопровождавшие барина люди объяснили, что это известный певец Шаляпин. Говорят, Шаляпин спел песню, по щеке Зелимхана прокатилась слеза. Прежде чем попрощаться с певцом, Абрек попросил его никому не говорить о том, что он прослезился. О своей встрече в горах Шаляпин никому не рассказывал до смерти Зелимхана. В том, что подобная встреча имела место, исследователи не сомневаются. Со временем властям стало известно, где Абрек укрывает свою семью. В сентябре 1910 года 6 сотен дагестанского конного полка под командованием начальника Назрановского округа князя Андронникова начали наступление на Абрека в Ингушских горах. Семья была захвачена, самого Абрека на тот момент дома не оказалось. Говорят, князь Андронников по пути во Владикавказ кичился тем, что отнял семью у Зелимхана, мол, какой это для горца позор. Однако Абрек уже был в курсе случившегося и устроил засаду с 4 товарищами на мосту в Васиновском ущелье. Это было 20 1910 года. Перестрелка, согласно рапорту, длилась без малого 9 часов, с обеда до позднего вечера. В результате в царском отряде было убито 9 человек, в том числе и Андронников. Ранено 7 человек. Например, 4 пулевых ранения получил командир дагестанской сотни Данагуев, тот самый Данагуев, которому Зелимхан также писал свои обращения. В те годы были выпущены почтовые открытки с изображением места смерти Андронникова. Отбить семью 6 сотен солдат Зелимхану и его товарищам, конечно, не удалось. Заложников отвезли во Владикавказскую крепость, где родился 4-й ребенок Абрека, мальчик Умар Али. В 1911 году семью Зелимхана сослали за 1000 верст от родины в село Ермаковское Минусинского уезда Енисейской губернии. Впрочем, надо отдать должное тогдашней власти, излюбленная мера наказания в монархической России в виде ссылки в отдаленные уголки империи была довольно гуманной по меркам того времени. Это не ГУЛАГ и не условия жизни в ссылке 1944 года. Впоследствии дочери Зелимхана будут рассказывать, что большинство населения Ермаковки помогало им, чем могло. В те годы вышла очередная почтовая открытка с надписью «Взятое в плен семейство Зелимхана». Особенно запомнилась семье Зелимхана ссыльная революционерка некая Валентина Карташова, которая проживала на 2-м этаже дома. Она научила детей читать по-русски, так что газетные новости о собственном отце дети Зелимхана уже читали самостоятельно. Всю последующую жизнь чтение было одним из любимых занятий дочерей Зелимхана. Уже в советское время люди будут с восхищением рассказывать друг другу, как чеченские бабушки Энисат и Меди читают газеты и книги. В скором времени Карташову куда-то перевели, якобы за то, что она поддерживала тесные связи с семейством Зелимхана. Но однажды ночью в их дом Ермаковки постучались. Под видом кучера приехала, привезла подарки всем детям. И вот с тех пор ее увезли, и неизвестна судьба этой женщины.
Говоря о Зелимхане, нельзя не упомянуть о его нападениях. Он всегда давал лишний повод властям окрестить себя бандитом. Например, во главе небольшой группы в августе 1908 года он совершил набег за Терек на имение некоего богача Месяцева. Последний был похищен, за него Зелимхан потребовал выкуп 15 тысяч рублей, который впоследствии и получил. В числе абреков были уже и отец, и брат Зелимхана, Гушмазуко и Солтмурат. После возвращения с набега за Терек группа Зелимхана наткнулась на засаду недалеко от селения Бачаюрт. В перестрелке 31 августа 1908 года отец и брат абрека погибли. Через некоторое время после смерти Солтмурада его жена Зезак родила сына. Между тем, власти решили подключить к поимке абреков и местных жителей. На каждом участке Веденского округа с лета 1908 года формировались партизанские отряды из 30 человек, конных и пеших, однако и они не приносили пользы. Зелимхан был на свободе. С 1909 года приказом по Терской области были даже сформированы специальные охотничьи отряды во главе с войсковым старшиной, атаманом Вербицким. В погоне за абреком местные власти продолжали репрессивную политику по отношению к простому населению. Порой дело имело кровавый исход. Атаман Вербицкий со своими охотничьими отрядами в марте 1909 года устроил второй чеченский погром. На сей раз на базаре в Гудермесе. Местных жителей было убито более 30 человек. Во всяком случае, такую цифру приводят официальные документы того времени. Зелимхан пообещал отомстить Вербицкому. 9 января 1910 года в 2 часа ночи абрек Зелимхан во главе своей группы произвел налет на Грозненский железнодорожный вокзал и увез из кассы большую сумму денег. Эти стены, умея не говорить, несомненно, поделились бы своими воспоминаниями о той дерзкой вылазке абрека. В том 1910 году зданию Грозненского железнодорожного вокзала было 17 лет. Однако этим случаем налеты не завершились. И 23 марта того же года, средь бела дня, абрек Зелимхан во главе своей группы ограбил казначейство в городе Кизляре. Были жертвы среди государственных служащих. Главной особенностью мести Зелимхана было то, что он предупреждал о готовящемся действии. Например, он поставил в известность и Вербицкого о намерении ограбить кизлярское казначейство. Это был своего рода вызов. В одном из писем, уже упомянутому Данагуеву, Зелимхан говорил: Первым долгом Вербицкий напал со своими людьми на открытый базар в селении Гудермес и убивал там на базаре бедных людей. Таких страшных действий, какие сделал Вербицкий за 1 час, я 10 лет, будучи абреком, и то не сделал. Вербицкий убивал бедных. Тогда я с собой взял свою группу и приготовился напасть на Кизляр ради отмщения Вербицкому, потому что он был атаманом Кизлярского отдела. Я дал Вербицкому перед тем знать, что еду в Кизляр. Вербицкий не обратил внимания на предупреждение. Видимо, он не мог даже допустить такой дерзости и впоследствии за свое легкомыслие поплатился должностью. И даже, как говорят некоторые исследователи, на него завели судебное дело. Так абрек отомстил и Вербицкому. Может возникнуть вопрос, куда Зелимхан девал награбленные деньги. Средства делились между членами его небольшой и непостоянной группы, поскольку в основном абрек действовал в одиночку. Однако большую сумму денег абрек раздавал жителям аулов того же Веденского округа, которые обеднели в результате штрафов, ссылки кормильцев, арестов и прочих репрессий. Зелимхан понимал, что эти семьи страдали из-за него. Он чувствовал свою вину перед простым народом, поэтому и пользовался популярностью этакого Робина Гуда. Но для властей он оставался разбойником, да и сам Зелимхан давал для этого немало поводов. Не успели власти оправиться от ограблений в Грозном и Кизляре, как группа Зелимхана напала на инженерную комиссию Министерства путей сообщения. Были убиты 13 человек. Таких налетов было немало. В октябре 1911 года Зелимхан вырвался из окружения в селении Старая Сунжа, ныне это часть города Грозного. В ответ несколько домов, в которых абрек предположительно останавливался на ночлег, были взорваны. Наконец, в декабре 1911 года начальству округа стало известно, что Зелимхан укрывается в пещере в нескольких километрах от Харачоя. Туда ночью 8 декабря из Ведено был направлен отряд. Убежище абрека было окружено. Перестрелка между отрядом и Зелимханом длилась с 8 часов утра. К вечеру среди солдат было убито 2 и ранено 4. Начались переговоры. Зелимхан поставил условия.
просить прощения сейчас же по телеграфу у всех арестованных или сосланных из-за него. Если ответ не передадут до полуночи, что арестованные или сосланные помилованы, то Зелимхан грозился уйти из пещеры. Конечно, никакого положительного ответа о помиловании сосланных или арестованных Зелимхан в пещере не получил. И несмотря на зимний холод, физическое истощение, подорванное здоровье, он был абреком уже на протяжении более 10 лет. Он, как и обещал, скрылся из пещеры в ночь с 9 на 10 декабря, применив маленькую хитрость. Vertihar bányát, jöjj csuádén, gyakorlatilag bőrdök csupaszint, egyítén, da hajj gürkhle. Почти в каждом своем обращении к властям Зелимхан просил освободить заключенных и вернуть сосланных. А ведь депортированных из-за связи Зелимхана было действительно немало. Среди односельчан, жителей других сел и даже среди видных религиозных деятелей. Например, дружеские отношения шейха Баматкирея Хаджи Митаева с абреком не в последнюю очередь стали причиной того, что Митаев был сослан в Калужскую губернию. К тому же Баматкирей Хаджи был авторитетом, а таковых власти опасались. Вот известная фотография 1904 года. Баматкирей Хаджи слева, его сын Али посередине и абрек Зелимхан справа. После неудачной операции по поимке абрека новый начальник Веденского округа, подполковник Каралов, писал в Кавказское наместничество в Тифлисе: «Я нахожу необходимым применить единственное радикальное средство, именно предъявить к населению Харачоя и ко всем близлежащим и дальним родственникам Зелимхана категорическое требование выдать его в недельный срок. В противном случае разгромить все харачойское селение, как неверноподданное его императорскому величеству, государю-императору». Разорять Харачой не стали, но были сформированы дополнительно особые отряды из старшин Веденского округа, которые должны были собирать сведения о местонахождении абрека, преследовать его и при возможности уничтожить. Надо сказать, что начальство Тирской области прилагало немало усилий к нейтрализации абреков. Один за другим были убиты товарищи Зелимхана, чеченские и ингушские абреки. Теперь Зелимхан мог надеяться только на себя. Его отец и двое братьев были также мертвы. Между тем, вознаграждение за голову Зелимхана росло из года в год. И в конечном итоге к 1912 году власти были готовы заплатить за живого или мертвого абрека 18 тысяч рублей. Для сравнения, корова тогда стоила 3 рубля. Причем средства на вознаграждение поступали из карманов простых жителей, в первую очередь Веденского округа, которых власти обвиняли в укрывательстве абрека. В 70-х годах мне удалось найти в Махкетах документ один, интересный документ, по которому обязывался, вынужден был подписаться, что он выплатит определенный налог, назначенный за поимку Зелимхана. В конце концов была задумана хитрость – вернуть семью абрека из ссылки и поселить в Чечне в качестве приманки. По прибытии семьи Зелимхана были снова выпущены почтовые открытки, которые обошли всю Россию. Надпись на открытке: «Сидят жена Зелимхана, Бицы с 2 сыновьями Магомедом, старшим, и Умаром на руках». Затем жена убитого брата абрека Зезак, тоже с 2 сыновьями. В конце дочери Зелимхана Муслимат и Энисат. Семью поселили в Грозном. Ей, как и раньше, помогали люди, в первую очередь друзья Зелимхана, даже известные предприниматели. Говорят, что Зелимхан встретился со своей семьей после многолетней разлуки в одном из хуторов Веденского округа. Семья в последний раз видела его живым. Но дело постепенно шло к концу. За Зелимханом следили. Наконец, в осенний
сентябрьский день властям донесли, где Абрек будет ночевать. Это был хутор в нескольких километрах от Шали. Что примечательно, это пристанище было заранее подготовлено через агентуру людей, вошедших в доверие Зелимхана. Это была ловушка. Один из таких платных агентов выдал его, что о местонахождении недалеко от Шали, в одном из хуторов. В ночь с 25 на 26 сентября 1913 года дом, где находился Абрек Зелимхан, был окружен отрядом из 25 человек во главе командира Дагестанского конного полка, поручика Кибирова. В 9:30 ночи отряд обложил хутор. Шел сильный дождь, сверкали молнии. Произошла первая перестрелка. Зелимхан ранил нескольких человек, в том числе Кибирова, но был ранен и сам. Перестрелка временами продолжалась до 4:30 утра. Как вдруг Зелимхан умолк. Все подумали, что он умер. Решено было послать нескольких человек, удостовериться в его смерти. Но снова раздались выстрелы. Абрек ранил приближавшихся к нему офицеров, но и те открыли по нему огонь. Зелимхан погиб на рассвете 26 сентября 1913 года. Семью Зелимхана привезли в Шали на опознание. Это был действительно он. Сомнений не оставалось. Тут же были сделаны всем известные фотоснимки мертвого Зелимхана. На одних снимках офицеры над телом Абрека, на других Абрек оплакивают его родные. Соответствующие надписи все поясняют. Эти снимки в газетных материалах облетели тогда всю Россию. В теле Абрека насчитали 32 пулевых ранения, в том числе в черепе 6 сквозных ран. В том 1913 году в руки младшей дочери Зелимхана Энисат попал этот фотоснимок, на котором ее бездыханный отец. Девочка тяжело переживала гибель своего отца, и она тщательно стерла с фотоснимка лица ненавистных ей офицеров, убивших ее отца. Эта другая версия известной фотографии сохранилась до наших дней. Korčar, se račal juhmet galjälboos jelskle. Izdevet tsuelboos geznaksun. Dela harujal juamuarara istuel hakdolsteg watsera berge khidel bahartsun. Абрек покоится на одном из кладбищ селения Шали. На могильной плите надпись на чеченском языке: «Нет Бога, кроме Аллаха». Это могила Зелимхана, сына Бушмазуко. Перед его мужеством склонился мир. Да помилует их обоих Аллах. 12 лет Абрек наводил ужас на чиновников по всей Терской области. После его гибели одни свободно вздохнули, другие еще долго его оплакивали. Советская власть отнеслась к личности Зелимхана со всем почтением. Его именем стали называть улицы, и даже появился колхоз имени Зелимхана. В 1929 году об Абреке был снят немой фильм «Зелимхан». Так выглядела киноафиша. В роли Абрека снялся осетинский актер Ладо Бестаев. Вот такая метаморфоза власти по отношению к этой семье была действительно. Царская власть преследовала, а советская власть уважительно относилась к этой семье. Дети Зелимхана после смерти отца перебрались жить в Ведено. Сыновья получили хорошее образование и устроились работать. Однако оба сына трагически погибли. Старший Магомед в 1922 году, а младший Умар Али в 1947. Ни один из них не оставил потомков. Впрочем, история гибели сыновей Зелимхана уже отдельная тема. В 1944 году во время депортации чеченцев и ингушей власти не стали выселять семью Зелимхана. Дочери Абрека проживали в Ведено. Младшая Энисат до скончания своих дней, будучи уже замужем, жила в этом доме на окраине Ведено, построенном еще до революции. Дом заброшен уже более 20 лет. К примеру, этот фотоснимок Энисат сделан именно здесь, на этой веранде. Время в этих стенах будто застыло. После гибели брата Умара Али в 1947 году сестры Энисат и Муслимат со своими детьми уехали в Среднюю Азию. Так Ведено покинули последние чеченцы. В советское время Зелимхану был воздвигнут памятник, который установили в селении Серженюрт. В ходе военных действий последних десятилетий он был разрушен. Недавно был построен новый памятник, аналогичный тому, советскому. На сей раз монумент установили в родовом селении Зелимхана, в Харачое. Абрек так и застыл, словно наготове.